Мы запускаем серию подкастов «Код культуры». Здравствуйте, с вами редакторы «Кода» Татьяна Павлова и Елизавета Мигалкина. И сразу с первых выпусков мы решили взять высокую ноту и встретились с Валентиной Александровной Чусовской. Известный театровед, кандидат философских наук, заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского. Валентина Александровна – автор 5 книг и множества статей, в которых исследуются проблемы театральной эстетики в контексте философии и искусства. Крайней работой, увидевшей свет, стала монография «Якутский театр Олонхо. Классический театр народа Саха». С истории, судьбы, с эстетики театра Олонхо мы начинаем наш новый проект. Я же, в общем-то, теоретик, практик. Вот Андрей Савич Борисов, он гениально прозрел этот театр. Он еще, когда ему 50 лет только исполнилось, я брала у него интервью, я все время вспоминаю это интервью. И он тогда сказал, что... Я вот спросила, что такое вот национальный театр, вот такой вот Саха-театр, тогда еще про театр Олонхо как-то не говорили. Он сказал, что вот в идеальном пространстве вот есть такой театр, в замысле или в идее, или еще где-то, в котором соединены там европейские и, значит, азиатские черты. Но самое главное, что есть якутский, исконно якутский театр. И вот он написал, кстати, замечательную статью, которую надо вам посмотреть, если вы хотите разобраться в театре Олонхо. Это первый том его трехтомника. Да? Mm-hmm. Там эстетика, очерк эстетики театра Олонхо. Вот удивительные люди, очень многие интересуются, что такое театр Олонхо, что такое театр Олонхо. Рекомендуешь им это почитать и посмотреть, где все разложено от А до Я. Что такое театр Олонхо, куда мы стремимся, каким должен быть актер, что получает зритель. Но никто не читает это. Говорят, расскажите. Ну, надо тогда Андрея Савича попросить, чтобы он рассказал. Потому что вот какое мое отношение к театру Олонхо, собственно говоря. Когда я писала о Саха-театре, когда он не был еще театр Олонхо, у Андрея Савича эта идея не давала ему покоя, он искал этот идеальный якутский театр, и когда он ее как-то вот высказал, что это, во-первых, профессиональный театр, очень важно профессиональный, это не фольклорный, не традиционный, никакой не этнический, поскольку это профессиональный театр. Во-вторых, выразительные средства все исходящие из канонических форм якутского искусства народного, традиционного, назовем даже традиционного, надо сказать. Это вот он говорит, таюк, выразительное средство главное, это шаманское камлани и аланхасут. Аланхасут, ну, значит, таюк, вернее, почему он говорит главное? Потому что и аланхасут, и шаман, и ицех, календарный праздник, это 3 корня всех классических театров мира. Все они не обходятся без таюка, везде таюк главное средство. Вот вокруг этого, значит, когда это мы рассматриваем, мы видим, что это религиозный театр. И когда я ему предложила свою версию, я сказала, то, что ты говоришь сейчас мне, это классический театр народа Саха. Он сказал, ну, наверное. Ну, и ему, он же не теоретик, ему зачем эти формулировки? Ему понравилось, что это как-то звучит, что-то хорошо, а от меня потребовалось аргументировать это. И вот я, исходя из того, что сказал Андрей Савич, вот эти 3 истока театра Олонхо, я их последовательно провела по театрам классического мира. Китайский, индийский, японский, монгольский, что еще, 6 было театров. Греческий, само собой, я вот не в хронологии говорю, но это не важно. Греческий, еще какой-то театр. И я посмотрела, что они все имеют 3 этих истока. Что индийский театр, если взять древний театр и Натья-шастру, это эстетическое изложение театра индийского. Если взять Аристотеля, Грецию, мы там найдем
такое сходство, но дело-то не в похожести, они же совершенно разные, а в функциях, какие они исполняют, в выразительных средствах, которыми они пользуются, и вообще в генезисе, откуда они взялись. И везде, во всех классических театрах мира они взялись из этих трех источников. Календарный праздник, сказительство, шаманство. Классно. Ну, как можно опровергнуть эту концепцию, скажите? Я считаю, что концепция хороша. Я написала монографию, Андрей Савич ее читал на силу сердца, но она никуда не идет. Все говорят, вы с ума сошли, какой классический театр? Но ведь все говорят, классический театр – это русская литература XIX века, Чехов, Толстой, там это понятно. А как так Аланхо может быть классическим театром? Ну, значит, здесь надо опять начинать с чего? Мы же не образовываемся эстетически. Мы даже в школе не заостряемся. Ну, классика, классика. А вузовские товарищи, гуманитарии, они-то должны знать, что классический – это значит древний, образцовый. Античность – это классический театр. Рождается в языческую эпоху на переходе вот, от многобожия к единобожию, к монотеизму. Рождается как, вот самое главное для нас, квинтэссенция и консолидация ценностей, выработанных собственных ценностей предками на этой земле, этими людьми, и продолжает, значит, воспитывать поколение в этом же духе, приобщает к высшим силам. Значит, что? Театр классический всегда религиозен. Возникает следующий вопрос. Где исконная религия Саха? Ну, языческая, понятно. А где она переходит в монотеизм? Вот начинается исследование по тенгрианству, религия Веды, и ищут, смотрят. Почему? Потому что культура, то, что Аюнский заложил и оставил, то, что он оставил, оно требует вот такого изучения религии, искусства, науки, вот всего, что есть, а главное Аланхо. И вот есть эпосоведы, вернее, счастье, что у нас есть отличные текстологи, эпосоведы, что они сохранили многое, что они продвинули на шедевр ЮНЕСКО, да, делали. Но они в большинстве своем никак не хотят понять, что театр Аланхо не может выполнять функции вот этого института Аланхасутов. Да, сейчас постоянно же Никак. об этом какие-то споры. Да. Во-первых, Аланхасут – это искусство слова. Раз. Во-вторых, это, наверное, это самородки из народа, да, провидцы, философы, но они не воспитываются в вузах, они не воспитываются как... Аланхасут передает свое искусство своему поводырю, если он слепой, или тому мальчику, который рядом с ним ходит. То есть только из рук в руки, устным образом, и это его личное творчество, хотя, конечно, гениальное, и оттуда идет театр Аланхо, безусловно, он оттуда берет всю образность, масштаб, громадный масштаб, космогонию, это все, конечно, оттуда идет. Но и не только, потому что и шаманские мистерии, и календарные праздники, они тоже космогоничны. Вот это все он берет, но он не является искусством слова, как Аланхасут. Слово в нем присуществляется в действии. Театр – это совсем другой вид искусства. Слово входит в него как элемент. На самом деле это пространственно-временной вид искусства. Правильно? Да. Когда, если лишить театр мизансцены, чего нету у Аланхасута, да? Костюма, грима, музыкального сопровождения, светового оформления, значит, цветовой гаммы определенной, которые художникам подбираются, то что от театра останется? А это все театр, правильно? Тем более еще в основе театра лежит драматургия. Конечно, драматургия своего рода есть и у Аланхасута, она как бы присутствует во всех художественных произведениях, да, вербально, практически. Но драматургия классического театра – это вот Эсхил, Софокл, Еврипид, да, вот сразу скажем. То есть такого высокого уровня литературное произведение.
И у народа Саха такое есть. Это Платон Алексеевич Аюнский, Нургун-Батор Стремительный. Это тоже, говорят, это Аланхо. Аланхо – это устная форма существования. Он существует в устном виде. А написанное со вступлением, введением, с делением на песни, с определенным перечнем действующих лиц. Но там у него, у Аюнского нет действующих лиц, но написано это как пьеса. Вот если вы возьмете оригинальный текст, у меня есть 8-томник, по-моему. Значит, открываете, там в 3 томах записан первый вариант, который прижизненный, 30-е годы, опубликованный 37-й, если точнее быть, да. Там вы видите, там говорящий вынесен, то есть не сплошным текстом, как поэма, а как драматическая поэма, пьеса, как пьеса. И структура ее состоит из монологов и диалогов, из описаний и монологов и диалогов. Описание – это ремарки, диалоги – это ролевая форма Аланхо, она очень помогла театру Аланхо. Но Аланхо – это не единственный эпос, не единственный народ, у которого эпосы в ролевой форме написаны. Но такое художественное произведение крупной формы, какое сделал Платон Алексеевич Аюнский, это, конечно, уникальное произведение. Это основа классического театра. Это, ну, если так сравнить, это как бы Святое Писание Саха. Потому что там что? Там все начинается как в Библии, как в Ветхом Завете, как в метаморфозах Овидия. Начинается с сотворения мира, с разделения его суши и воды, с расселения племен. То есть это по образу и подобию религиозной драмы написано, религиозной поэмы. Пантеон богов обозначен, правильно? Обозначены абсолютно все главные ритуалы, которые народ Саха до сих пор чтит. Описано все, и значит, все посвящения, можно сказать, моления, тексты все там есть. Если вы встретите человека, который кормит огонь и говорит что-то очень складно, старый человек, будьте уверены, это кусочек из Аланхо, который уже вот ходит. Потом все эти, весь мир Аланхо – это идеальный мир Саха, человека Саха, идеальный мир. Конечно, там есть и гипербола, есть и какие-то фантастические персонажи, но они все символы, правильно? Как в античной литературе, они все символы. Все телесное символично, все символично и телесно. Поэтому не надо воспринимать как сказку. Было же сначала, называлась же сказка. Сказка да. И даже, как бы, интересно, сначала меня это удивляло, у Аюнского основополагающая статья Аланхо называется же «Сказка якутов». Сейчас точно. Да. Значит, сказка называется. Ну почему? Он-то прекрасно в этой статье дал понять, что таких сказок не бывает. Когда он описывает все, начиная от строения композиции до взаимоотношений персонажей с высшими силами и между собой, и с нижним миром, то вы понимаете, что это, скорее всего, что-то связано с каким-то античным эпосом. И действительно, потом сказали героический эпос, да? Пухов доказал, по-моему, что это героический эпос, и это был прорыв, не просто сказки какие-то дедушки и бабушки сочиняют, а это героический эпос. И тогда казалось это так. Но почему сейчас я убеждена и очень поддерживаю тех, кто говорит о том, что это не историческое произведение. В них есть следы, конечно, истории. Там вот это века Великих войн и так далее, да? Следы, конечно, могут быть.
но это религиозные произведения. И я думаю, что вот как раз вот этот Нургун Балтар стремительный, который вообще раньше считалось, что больше нету Аланхо у якутов, вот в советское время. Вот больше никто ничего не знал, какой там Кыз-Бевеле, там Дирвана Дирвата, вообще никто не слышал такое. Ну вот, когда мы были маленькие, вообще такого не было слышно. А тут вот есть одна книжка, вот. И потом, это уже кто-то меня просветил. Я не задумывалась, а потом оказалось, что это тоже ключевая позиция в доказательстве этой концепции. Такого сюжета Нургун Балтар стремительный, какой написал Аюнский, нету в якутских Аланхо. Есть Нургун Балтар, записанный, кажется, Аросиным, но мне сказали, я его не читала, мне сказали, что это другой сюжет эпосоведы. Там другое, там совсем... Там, ну, я так думаю, что история Туяра-Мыку, она везде вот так вот просвечена. Но Туяра-Мыку — это же маленькая веточка от этого эпоса. А там все эти песни... Ну, Платон Алексеевич использовал около, как минимум, 7 или даже больше. Нет, 14. Он там пишет, что вот тут... Да, путем 30 Аланхо, то есть дорогой 30, то есть не конкретно из 30, то есть он изучил и как минимум 30 Аланхо он изучил, поэтому одно-то он напишет он этим путем. Но там есть же вступление, которое всегда сопровождается классической драме. Он пишет, что впервые, кстати, вот русский перевод Державинский, как бы он ни был хорош для русскоязычных, да, он дает хорошее представление, он отсек эту часть первую, а там написано, что я, отрок шаманский, отрешившись от мира, намеренно скоро пишу для потомков Саха, там, прекрасный сказ, значит, Джилруяр Нургун Балтар, да, стремительный, значит, стоящим на горе, стремительным, как горный ручей, это чей-то очень хороший перевод, есть Майя Амосовой, она здорово переводит. Она перевела вот Пиранделлу, еще что-то в театре переводила. У нее очень хороший слог. Она чувствует стиль и масштаб. И вот Аюнский пишет о том, что он, шаманский отрок, оставляет это сказание, которое идет по следу 30 Аланхо, для того, чтобы потомки Саха видели прекрасное, знали, что такое. То есть вот драгоценность культуры заложена вся вот в этом. Ну, конечно, это сокровище. И говорить, что это... Ну, это сокровище, это какой-то источник такой... Вот как говорят, что пророки библейские, они получали какое-то озарение и потом начинали писать. Да? Мне кажется, что вот при громадном интеллектуальном опыте Аюнского, при таком широчайшем образовании, у него же статьи такие колоссальные, философские, у него какие-то вот открылись эти чакры, или как это называется, я не знаю, но он ведь незадолго до смерти, отрешившись от всего, сел и вот эти 3 тома написал. Я не думаю, что он сидел, смотрел в потолок и думал, а что бы сделать дальше. То есть у него это все вышло. Вот все, что он видел, понимал, это же гениальность. Божья дудка по-осеннему. Да, абсолютно. Для этого он был и поэтом, и ученым, и драматургом, и прозаиком, да? И фольклористом, и сам Аланхо говорил. То есть это же такое неспослано, конечно, Богом. Это редкий человек для народа Саха. Пассионарий. Да, и судьба такая соответственно, как бывает у гениев, непонятых в свое время. Одни там в шпионаже обвиняют, другие, что он там совсем-совсем красный, совсем-совсем такой. Другие говорят, он предатель. Ну, короче говоря, этот масштаб нельзя судить мерками земными.
Человек, который оставил такое творение, как он, не вписывается, конечно, в наши эти бытовые рамки. Ну вот, а театр-то это же другое несколько. Вот Андрей Исаевич Борисов сказал, что он мечтает поставить Нургуна Балтара-Римского. Они с Сотниковым в оперном театре ставили оперу, свою версию. Он ставил в Саха-театре Тояру Вакуо как комедию. Очень интересный подход. Красного шамана он, значит, и так соединял со сном шамана и как-то. Но несколько уже, не один раз я слышала на заседаниях ученого совета, то есть не ученого, а художественного совета, когда он говорил: все, начинаем ставить Аллаху. И действительно, актеры приходили на репетиции и с Герасимом Васильевым, с Герасимом Семеновичем разбирали тексты, что-то читали, рассуждали. И это правильно. Такое произведение нельзя сразу поставить. Я не знаю, как и что. Но опять же, театр Аланхо, вот я в античность-то ушла, а мы начали сравнивать эпос и театр, да? А в античности встречается, сейчас я вспомню, Эсхил писал, что вся его драматургия – это блюдо из Гомера. То есть весь театр, античный греческий театр, он из Гомера. То есть он эпос, преображенный в театре. Да? Дальше. Известно, и это невооруженным глазом видно, и это написано везде. Видно-то нам, конечно, мало что, но написано, что календарный праздник Большие Дионисии – это есть исток греческого искусства и, главное, театра. Почему? Потому что главное жертвоприношение производилось на оркестре, во время разыгрывалось театрализованное действо, возжигалась фимела, на ней сжигали жертвенную тушу какого-то животного, разыгрывалась сцена, и при этом присутствовал весь народ. Все были там. Потом это жертвоприношение стало приноситься в храме. То есть все это карнавальное шествие, в котором Дионис – это же бог вина, виноделие, да? И вот театр соединяет в себе экстатическое начало, это уже как бы определение Ницше, рождение театра из духа музыки есть у него. Тоже известнейший труд, но по известным причинам наши искусствоведы, театроведы его, видимо, изучили в конце 20 века, если он попался. Потому что, Ницше там все это как бы его заклеймили он. Хотя он, конечно, гениальный человек, безусловно. Вот экстатическое начало, которое идет от календарного праздника Диониса, и аполлоническое начало, говорит он, которое идет от поэзии, от созерцания, от мечтательности. Поэтому театр соединяет в себе как бы сновидение, фантазию сновидческую, и как бы опьянение, экстаз, опьянение. И вот он говорит, музыка и танец – это экстаз. А слово и вот, песнопение, в смысле гекзаметры и так далее, это аполлоническое начало. Вот матрица театра, рождение его. Если мы посмотрим театр Аланхо, мы все эти истоки найдем, и мы сразу поймем, что театр Аланхо не может представлять собой одного Аланхасута. Чтобы Аланхасут сидел и говорил, да? Это совсем другой жанр. Это другой вид искусства. Следующий выпуск подкаста будет посвящен 3 разным постановкам о суровой небесной воительнице Кыстыбелье. Валентина Александровна сравнит 3, мы уверены, знаковых спектакля для якутского театрального искусства.